на одно из крупнейших событий современности – Российскую Октябрьскую революцию в столице, которая отмечается в эти дни. По его мнению, лимит революционных преобразований в России, менявший основы своей цивилизации прежде за последние 70 лет, исчерпан. Чем объяснить успех Ленина? Ведь он такое долгое время был в отрыве от страны, в эмиграции, в эпоху, когда ни интернета, ничего не было. Как он смог добиться того, чего он добился? Это был человек, который, удивительно, это было сочетание воли и фанатизма, огромного, и идеи. Он верил, что как только произойдет революция, социализм будет глядеть на нас из всех окон. Он, ненавидевший бюрократию, на третий день понимает, что окружен партийной, уже новой бюрократией. Он уже не управлял даже поместьем. Вдруг на него свалилась страна, и все время раздается этот жалкий, яростный при этом крик: расстрелять, расстрелять, он другого не знает. Он кричит. И конец страшный у него. Крушение идей. Те замечательные революционеры, которые в смольном праздновании захват власти через не сразу, но должны будут отведать ее главный закон, который сказал на эшафоте революционер заявил: революция, как античный бог Сатурн, пожирает детей. И добавил: идите, вы бежали. Кто-то думал, что к ним это не касается. Но через 20 лет из всех, кроме него, потому что он успел умереть, виновник, Каменев, вся Ленинская гвардия, начнутся суды. И что это как любят историю шутить, которым эти будут судить и приговорят к смерти и Зиновьева, и Каменева, а потом Бухарина и прочих, назывался Октябрьский. И это был юбилей революции, 20 лет. Сегодня по соцопросам многие жители России